Ну, мы где-то в 50-м году заблудились, да? Оттуда, значит, мы куда это с тобой двинемся? Ну, можно вернуться в Москву и вернуться к моему детскому саду. Для меня это очень важный период жизни. Я себя очень хорошо помню в детском саду. Это детский сад при Министерстве сельского хозяйства. Находился он в Орликовом переулке. В одном из дворов, домов, выходящих на Орликов переулок. А в каком возрасте ты там очутился в детском саду? Ну, в 1944-м мы вернулись в Москву. Но мама, чтобы работать, должна была практически немедленно пристроить детский сад. Так что считай, что я с 4 лет уж, по крайней мере, в детском саду. И для меня это очень значимый момент. Я запомнил свой первый день в детском саду, потому что он был связан с тем, что тогда, когда ребеночка приводили в детский сад, с него снимали практически всю одежду. И на всех одевали халатики. То есть мне предлагалось одеться точно так же, как... Ну, трусы-то оставляли? Да, конечно, но сосед рядом со мной в таком же халатике на скамеечке оказывалась девочка, да. Поэтому для меня это был совершенно неожиданный какой-то вариант. И мое превращение в девочку почему-то меня не устраивало. Не знаю, почему это как-то так. Хотя надо сказать, что многие элементы одежды в то время... Я носил чулочки, а чулочки крепились к чему-то вроде пояса женского. Вот маленький ребеночек, да, надевался. Ну, он на бретельках был. Ну, а как ты на мальчика еще чулочки? Да, ну что-то вот вроде пояса, что-то вроде женского пояса чтобы осваивалось с детьми. Теперешняя немыслимая ситуация, да, это, да. Я даже не помню, как это называлось. Какое-то название другое. Ну, лиф. Это на самом деле не пояс был, а это был лиф. Наверное, лифом называлось, да, наверное. Ну, почему-то я как-то вот это мужское, женское различие как-то мне как-то вот с самого детства воспринималось вот как-то очень остро. Мужчина, женщина. И... Это не только тобой. Ну, я не знаю, я говорю про себя. Может быть, некоторым все равно. В всяком случае, в детском саду я очень любил сидеть на коленях у нянечек, у воспитательниц, целоваться с ними, обниматься. Ну, не со всеми же, наверное, у тебя была любимая воспитательница. Как-то меня все воспитательницы любили, а мне самому еще нравились и девочки. И более того, такие яркие впечатления детского сада – это воспоминания о девочках. Тамара Филимонова на всю жизнь запомнил. Я ее любил, а еще была девочка, которая любила меня. Ее я, как звали, не запомнил. Детский сад выезжал на дачу. Ну, во-первых, в детском саду яркие впечатления. Первое, что еще меня заставляли томить курицу. Я курицу в принципе не ел. До детского сада. А в детском саду начал. В детском саду, ну, мы все ограничено, мало чего. Это хороший детский сад при министерстве. Обильное питание, дают курицу. Курица, может, мне мама как-то подсовывала ее. Но чаще всего в доме готовились котлеты. Это позволяло использовать все более полно. И тут дается курица, да еще и в коже. И я отказываюсь есть, меня заставляют, а я мальчик послушный был. Я съел, и мне потом очень плохо, в общем, все. Вот одно из таких впечатлений. Потом очень запомнил, что, несмотря на то, что это богатый детский сад, хорошо кормят, по сравнению со всем тем временем, которое тогда стояло на дворе. Ставят когда хлеб, мальчики послюняют пальцы и метят горбушки. Это означает, что другой уже не возьмет. Вот такой тоже эпизод. Мы как-то очень интересно играли. В этой игре участвовали стулья. Да, подчеркнуть надо следующее, что вот в теперешних детских садах, я это видел, заставал, одна комната может использоваться и как столовая, и как игровая, и как спальня. Ничего подобного не было. Была отдельно спальня. И никто туда в принципе не мог зайти. Это было чистое место. Другое место было игровая.
Но оно было уже выделено в комнате. Была игровая зона и зона, где обедали. Сейчас тоже такие садики бывают. Ну, сейчас еще лучше садик. Сейчас садики и с бассейнами есть, и какие хуже. А в то время это был вполне приличный садик, но вот как-то всех вот первое раздеть. Ну, один из опытов раздевания, одевания, я помню, как та же самая девочка рядом со мной сидящая, она чулочек как-то особо надевает, так как я не умею. Она его вывернула совсем, скатала в какую-то бараночку. И потом натягивает. А потом натягивает. Для меня это было просто открытие. Из таких детских открытий, я немножко сумбурно говорю, но там это открытие наблюдения, а вот открытие творчества я просто запомнил как свой первый творческий акт. Ситуация такая, я болен, сижу в очередной раз дома, я болел очень много, 7 раз воспалением легких, еще в детском возрасте, и малярия в годы войны в Нижнем Новгороде. Дома нахожусь, и я знаю, что мама придет, и мне хочется сделать ей приятно, убрать кровать, на которой я вообще сижу, перебазировать, застелить ее. Во-первых, эта кровать очень высока, во-вторых, надо как-то так положить одеяло, чтобы оно лежало ровненько. И вот как подоткнуть эти края одеяла под него, но сделать подвернутые с того и другого края, не просто сложить одеяло, да, и положить его сложно пополам. Нет, а сделать его таким, чтобы с одной стороны было загнуто, и с другой стороны загнуто, и застелить потом покрывалом. И вот эта идея, что можно сначала положить его, перегнуть пополам, потом загнуть край, и потом уже откинуть обратно, и у тебя окажется некоторая часть, лежащая подогнутой, это был совершенно мною первый творческий акт, запомнившийся мне на всю жизнь. И мама была очень удивлена тем порядком, который я навел. И что тоже любопытно, что как-то вошло в мое сознание, неожиданно тоже поворот темы убирания комнаты. Она говорит, что ее провожал сотрудник до дому, и она подумала, позвать его в дом или не позвать, и не позвала, потому что знала, что в доме не прибрано, в комнате не прибрано. И когда у меня возникла тема, да, вот это может быть знакомый, который может провожать маму. Надо сказать, что некоторое время все-таки я к этой теме вернусь, потому что тут есть определенный момент, когда отца не было после войны. Он появился не сразу, а в году, наверное, 48-м. Отпустили его из осинников, потом предшествовали письма в правительство. Игнаси? Отца. Отца. Ну ладно, я думаю, может быть, Игнась за отца просил. Я не назвал. Нет, это были не письма Игнаси, это были письма его сестер. Они там использовали свою биографию и принадлежность к старым большевикам. Хотя это не было уже модно, но все-таки уважалось. И благодаря этому как-то серии писем руководству страны, не знаю уже до какого уровня там дописались, мама тоже какие-то с своей стороны письма писала. Вот пришел отец, причем он приехал абсолютно грязный какой-то. Я не думаю, что он прямо из шахты вылез и поехал, но приехал он очень грязный. Но дорога из Кемерово в то время, конечно, общие вагоны. Вряд ли он ехал чем-нибудь кроме плацкарта. Может быть, даже и сидящий. Но чем он мне запомнился, вот его приезд? Во-первых, он оказался очень большого роста. Во-вторых, у него были очень большие ноги и большущие ботинки, которыми он очень гордился, этими ботинками. И, возможно, они в осинниках представляли вообще, наверное, неимоверную ценность. Он каким-то образом что-то очень ценящееся в лагере, или в месте, где они жили, может быть, можно назвать поселение, он обменял на чешские ботинки фирмы Бати. Так в мою жизнь вошла Чехословакия впервые. Бата. Ну ладно, ну, может быть. В Москве называли Бати. Хорошо, так. И вот это огромные, большущие, очень добротные ботинки. Я уже второй раз вспоминаю об обуви, то были чешки. А это ботинки, значит, чехословацкого производства тоже. И они застегивались, очень высокие такие ботинки. Вот
первое впечатление, почему я воспринимал какого-то чужого. Слушай, а как же вы мылись в баню, вот он пошел, вот он приехал после... Ну, в баню пошел, в баню, мы ходили в баню. Да? Баня у нас находилась совершенно Раз ванна рядышком. была оккупирована, значит. Да. Ну, может быть, дома или на кухне в корыте? Нет, мылись все в комнатах на кухне, как ни странно. Наш отец, наш сосед, Который ванную оккупировал? Иван Афанасьевич, предпочитал мыться в раковине. Он оккупировал кухонной. ванную? Нет, в руку. А. Нет, вот кухня большая, причем большую часть кухни занимала, как ни странно, это покажется, газовая плита, которой никто не пользовался. Она была универсальной, она была и газовой, и дровяной. Это было достижение начала 20 века, когда культура и печная сохранялась, и уже 20 век вошел в быт. И газ был в Москве, вот в этих домах. Откуда-то брался газ, видимо, искусственного происхождения. И она была из чистой красной меди сделана, она уникальную ценность представляла. Вот она занимала огромную часть кухни, она использовалась всеми для каких-то таких целей. У всех какие-то места были, столики. Поскольку мы появились в квартире последними, то наш столик стоял, на мой взгляд, на самом неудобном месте, просто вплотную к раковине. И вот Иван Афанасьевич, тоже такой интересный биография человек, он мылся в этой раковине. Представляешь себе, да, брызги летят во все стороны. Я-то мылся тоже на кухне, не всегда это происходило в комнате. Иногда я мылся на кухне. Мама выносила тазик, наливала в тазик воду, более того, поливала мне. Иван Афанасьевич, если находился, он никогда не обходился без комментариев, что это вообще какие-то нерусские люди. Русские люди так не моются. Вот его представление о том, что можно мыться в тазике, это не под проточной водой. То есть моешь сначала в тазике, потом сольешь, потом тебе поливают. Это была абсолютно чуждая, противная его натуре культура. И вообще он нас не любил. Держал за... Вот этот бытовой такой... Я считаю, что у нас евреями считал, видимо. Но неприятие такое чужого я почувствовал, столкнулся сам именно на примере этого Ивана Афанасьевича. Причем поразительно, что оно проявлялось даже не столько ко взрослым, сколько ко мне, к этому жиденку, может быть, он так меня про себя называл. Хотя я никакой не жиденок, ну, есть 4-я часть еврейской крови. А вспомнила это к тому, что, да, ты вспомнил, что вот он пришел такой грязный, да, вот надо было помыться. Конечно, баня. Но баня это тоже непросто, потому что в бане стояли в очереди. Это не только было там в пятницу, субботу или воскресенье, но и в будний день попасть в баню было сложно довольно. Причем поход в баню, вот в этой очереди ты покупал не только билет, но тебе в билетной кассе выдавали кусочек мыла определенного размера. И мой отец, приходя из бани, приносил обязательно какой-то кусочек мыла, обмыло, так будем говорить. И считал, что он совершил что-то чрезвычайно хорошее, и гордился тем, что он сэкономил для семьи мыло хозяйственное. Давали там кусочек хозяйственного мыла. А мама его ругала за это ужасно. Она считала, что он плохо моется в результате. И что... Лучше бы он его истратил по назначению. Да, но это состояние, причем бани это были еще дореволюционные, это были дворянские бани. Но самый лучший корпус, где были самые лучшие номера там, и какие-то другие банные устройства, его снесли, он не пережил всяких потрясений. А остался более дешевый вариант бани, но тем не менее. На первом этаже были женские бани. Какие это были бани? Они живы? Палашевские. Нет, их ликвидировали в момент, когда стали распространяться всякие химчистки. Химчистки, да. Этот дом бань был забран от бань. Считалось, что уже у всех ванны есть. И там построили прачечный автомат и химчистку. А бани были хороши, там внизу было пиво. Вот там я первый раз пил пиво. Значит, ситуация была какая? Когда я был маленький, и отца, вообще говоря, не было, то мама меня водила с собой в женскую баню. И когда мы выходили из бани, то обязательно она брала себе пиво. Очень хорошее разливное пиво. Бочковое, правильно называют. И мне обязательно давался глоточек отпить. Считал, что это хорошо и полезно. Ну, дети любят. И вот у Тёмы и у Марка обоих был этот период, у Тёмы особенно, когда он в Турции держит вот этот полулитровый стакан
последние капли выдувая. Но потом это проходит. И врач знакомый Али сказал, что это вот нормально, что что-то там потребно же детскому организму, вот есть в этом пиве, а потом пройдет, вот, что не надо реагировать, что это юные алкоголики. Ну, и мне кажется, это вот действительно, вот Марку и Тёму сейчас уже вот, ему не надо. Ну, во всяком случае, впечатления женских бань у меня тоже яркие, потому что были самые разные женщины. Я их всех наблюдал, сидя в тазике. Была такая ситуация, там были лавки, они были не деревянные, а я боюсь сказать, что это кружка мрамор. или вот что-то похоже, такое, да, на я, мрамор. наверное, Я не берусь сказать. Я готов сказать, что это мрамор, тем больше это были дворянские бани. Может быть, да. Вот. И мама их ошпаривала тщательно кипятком. Были 2 крана. Обшпаривалась кипятком. Надо было еще занять место, кстати, удачно. Потом не наливалась большая шайка. Это не таз назывался, а шайка. Люди не ходили. Вот я не знаю, в других городах я очень часто встречал уже в более позднее время, когда я был взрослым, когда люди идут в баню со своим тазом, своей шайкой. Нет, шайки там, значит, брались в самой бане. Никто никаких шаек не переносил, не уносил. Они ошпаривались, мылись. Вот бралась, а в одной из шайки я помещался. Меня туда сажали, там сидел. Мама мылась, потом она начинала меня мыть. Ну, а я сидел и глазел. Причем, видимо, я глазел как-то так, что некоторые тетки говорили, что вы какого мальчика привели сюда, зачем вы его, пускай он в мужскую баню ходит. Видимо, что-то было в моем взгляде, заинтересованность, да, настораживающая. Которые женщины считали нескромной. Неуместной, да. Вот, а потом меня от бани, от женской, естественно, отлучили. Мама поручила, там кого-то в очереди выбрал какого-то дяденьку и поручила ему, чтобы он за мной посмотрел, а я, чтобы он придерживался. И никому бы не подходил. Какое-то представление о том, что мужчина может быть опасен, мне вообще внушалось в детстве. Взрослый мужчина. А женщины нет? Про женщин как-то нет. Нет, мне рассказывалось о цыганках, которые могут уходить. Цыганки присутствовали, тема с глаза присутствовала. Более того, тема с глаза и какого-то дурного влияния или энергетического воздействия экстрасенсорного, как теперь принято говорить, она была в семье, потому что считалось, что Ванда обладает таким даром, да. И что уже если она кого-то проклянет, то это сработает. И мама называла нескольких случаев, я сейчас не берусь восстанавливать в памяти. Один связан именно с тем, что кто-то забрал у нас какое-то животное. Просто, может быть, дворовых собак. Отлавливали собак. Вот одна из собак, которая, жила при нас, вот кто-то забрал, и Ванда что-то такое сказала этому человеку, который организовал ее увоз, и ему плохо стало. Потом, в общем, у нее была такая сила внушения, и, может быть, она как эпизод. Мне мама рассказывала, что она одна из немногих, кто был арестован. Извини.